Омар не ошибся в своем предчувствии. Ему не суждено было вернуться в Самарканд. Он видел этот город в последний раз. Не давай убаюкать себя похвалой. Меч судьбы занесен над твоей головой. Как не сладостна слава, но яд наготове у судьбы. Берегись отравиться халвой. Ученый-прорицатель, философ и звездочет Омар Хайям с книгами в 99 сундуках. А зачем он мне? Мое перо меч, а чернила кровь. Ими я пишу свою книгу. Не следует пренебрегать и учеными, государь. Многие правители из самоидов, буидов и газневидов собирали их при своем дворе. Твой двор не должен быть хуже. А он, как говорят, самый блистательный ум Самарканда. Смотри, он даже кланяться не умеет, твой блистательный ум. На колени. Это не самый большой недостаток для человека пера. Научим. Поучительное зрелище, не правда ли? Эти существа обладают чувством порядка. Не в пример ли нам? Воистину велик Аллах. Всякий раз, когда я устаю от дел нашей державы, я прихожу сюда. Сижу часами и восхищаюсь, и думаю, и успокаиваюсь. Здесь лишь попробуй потерять душевное равновесие. Они набросятся на тебя и станут жалить без всякой пощады. Вот он идеал. В сравнении с ним мы с нашим хаосом и грязью кажемся просто скотами. Простите, ваша милость, но великий Ибн Сина назвал человека самым совершенным среди творений Аллаха. Почему же тогда эти совершенные творения изгнали самого Ибн Сину в скитание, лишив его родины и дома? Но ведь они сохранили его книги, его открытия и поклоняются им. Для меня способности людей проявляются не в рассуждениях и прочей игре мысли, а в государстве, которое они создали для себя, в гармонии и порядке, царящих в стране. Порядок этот должен быть таков, чтобы мудрейший из людей не вынужден был бежать со своей родины. Будь это Бухара, Нишапур или, скажем, Балх в Хорасане. Я вижу, вы хорошо знаете мою судьбу. У тебя нет причин волноваться, Факих, успокойся. Иначе ты будешь ужален. Одна из главных мудростей мусульманства – взаимопонимание. И если уж судьба свела в этом великом деле двух земляков, я думаю, они всегда сумеют поладить. Земляков? Я перс, родом из Туса. То есть хорасанец, как и ты. И не считаю нужным скрывать это, особенно от тебя. Ты почти ровесник моего старшего сына. Поэтому можешь звать меня Отец Низам. Благодарю вас от всей души, отец Низам. Надеюсь, ты понял. Наш великий султан в твоих знаниях не нуждается. На днях я представлю тебя наследнику. Постарайся стать ему полезным. И помни, тот, кто живет в моем доме, в
вкушает хлеб и соль из моих рук, кто бы он ни был, должен хранить в душе образ пророка Мухаммеда и держать в одной руке Коран, а в другой — мое знамя.